Обсуждение ситуации в Крыму с точки зрения межнациональных отношений Сергей Аксенов и Заур Смирнов начали с мер по реализации указа президента о мерах по реабилитации репрессированных народов. Мы занимались строительством жилья, мы занимались строительством дорог в массивах компактного проживания, мы занимались строительством сетей газоснабжения в 2 поселках, зажгли факел для этого, люди годами сидели без электроснабжения, люди годами сидели без газоснабжения. Абсолютно была четкая работа проведена по стабилизации межнациональных отношений. В разговоре был затронут и острый для крымчан земельный вопрос. Мы сегодня проводили совещание рабочее по поводу выделения земли людям, которые попадают под действие закона, который был в декабре принят. Это в том числе касается части людей, которые на самозахватах стояли. Дорожная карта подписана Министерством земельных и имущественных отношений с муниципалитетами. Эту программу надо завершить в ближайшее время. Руслан Исмаилович курирует этот вопрос. Около 5500 человек должны получить земельные участки бесплатно, как и было указано в законе. Я прошу вас тоже осуществлять контроль непосредственно над осуществлением этого мероприятия. Это поручение будет выполнено. Уже разработан нами порядок обеспечения земельными участками, порядок использования реестра, тот, который мы в течение практически года формировали, поэтому максимально прозрачно. И только те люди получат земельные участки, которые имеют на это право, не дадим никаких возможностей для спекуляции, для злоупотребления. Большинство этих людей, и спасибо им, действительно, они сами приняли решение о сносе своих построек, и за это огромное спасибо, за то, что они соблюли в данном случае все законодательные нормы Российской Федерации. И это, конечно, тоже должно учитываться. Заур Смирнов поблагодарил главу республики и попросил его передать слова благодарности президенту России за решение вопроса о строительстве соборной мечети в Симферополе. Продолжает работу тяжелая техника, закончены все проектные работы, проведены все работы по экспертизе. Очень хорошие отзывы, Сергей Валерьевич, и большие слова благодарности за телеканал «Миллет». Выходим в ближайшие дни на спутниковое вещание, будем покрывать всю территорию Российской Федерации, будем покрывать всю территорию Восточной Европы, Турцию и всю Центральную Азию. Поэтому я считаю, тоже это для нас прорыв. Мы получаем еще один инструмент для объективного освещения всех тех событий, о которых мы с вами сегодня говорим, от тех, которые происходят в Крыму. Также мы до 21 апреля, это будет у нас, кстати, праздничный день в республике, День возрождения реабилитированных народов, выпускаем в эфир радиостанцию FM, это Ветан Седасы, это тоже от телерадиокомпании «Миллет», будет крымско-татарское вещание. И также я считаю, что большой прорыв. Кроме того, глава Госкомнадса отчитался о работе Дома дружбы народов, который сегодня объединяет практически все национально-культурные общества и автономии. В разговоре был затронут и вопрос получения жилья. Хотим к 21 апреля порядка 20 квартир заселить в городе Симферополе. Это будет под репрессированные народы. И к 18 мая мы хотим 90-квартирную вторую очередь дома полностью заселить. Сейчас, исправляя те ошибки, которые у нас были в прошлом году, делаем так, чтобы люди уже заселялись и получали полностью готовое жилье. И не только будут крымско-татарские семьи получать квартиры, будут и представители других реабилитированных народов. Мы нашли формулу. У нас армяне, болгары, греки, немцы, все, кто попадает под указ президента, будут в таком виде обеспечены жильем. И 18 мая, Сергей Валерьевич, также дата, которая у нас сейчас на пороге, мы к ней активно готовимся. Бахчисарайский район, станция Сирень. К 2019 году, это будет 75-летие депортации, мы откроем весь комплекс. Но сразу хочу сказать, что мы закладываем в основную идею комплекса – это возрождение народов. Да, мы сохраняем память, мы сохраняем историю, но мы понимаем, что нужно идти вперед, нужно развиваться, репрессированные народы должны быть реабилитированы. Главная задача вашего комитета – сохранить мир и уважение в Крыму между людьми разных национальностей. Заур Смирнов сообщил, что сейчас идет подготовка к празднованию Хыдырлес 3 мая. На прежнем месте на трассе Симферополь-Бахчисарай. А к Дню Победы в парке имени Гагарина будет открыта дополнительная стела с именами героев и полных кавалеров Ордена Славы, уроженцев Крыма. Мы, кстати, привлечены 7 числа к суду, как сторона по запрету Меджлиса, как экстремистской организации. Будем полностью здесь поддерживать сторону обвинения, готовим все материалы. Считаю, что Меджлис утратил право называться крымско-татарским. Действия по блокаде Крыма, действия по организации вооруженных формирований, незаконных экстремистских организаций, которые происходят в Украине, при непосредственной организации Меджлиса, при его участии, конечно же, давно уже перестали давать ему право называться крымско-татарским. Я уверен, что такая организация в Крыму и в Российской Федерации должна быть запрещена. Мы будем это отстаивать в суде. Во время разговора обсуждались и другие проблемы, касающиеся выполнения указа президента России о реабилитации депортированных народов.